17 ноября на базе Кыргызско-Российского славянского университета состоялась международная стратегическая проектная сессия «Профилактика деструктивного социального воздействия на молодежь в сети интернет в социальных сетях». Организаторами выступили Миноборнауки России, Российский технологический университет МИРА и Кыргызско-Российский славянский университет. Цель мероприятия – обсуждение лучших практик по профилактике распространения деструктивных субкультур и информационных угроз в молодежной среде, а также расширение сети партнерских связей, развитие и укрепление сотрудничества за рубежом. В очном и онлайн-режимах в мероприятии приняли участие представители образовательных организаций, Управления внутренних дел Прокуратуры Кыргызстана, Центра по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму КРСУ, студенты и представители других стран СНГ. Мероприятие началось с приветственного слова исполняющего обязанности ректора Кыргызско-Российского славянского университета Дениса Фомина-Нилова. Но мы с вами здесь, в КРСУ и в Бишкеке, в Кыргызстане, благодаря участию наших российских партнеров, конечно, должны обсуждать эту проблематику, должны анализировать современные подходы, тенденции и так далее, понимать, что действительно происходит переход части человечества в киберкультуру и научиться с этим жить и работать. Желаю удачи и успеха в работе. Я считаю, что это важнейшая тематика, которая у нас сейчас обсуждается здесь сегодня. Все остальное, даже про деньги, там, про какие-то там, я не знаю, даже всякая зеленая экономика, это все вторично. И первично, конечно, киберкультура и новые носители информации, способы их тиражирования, распространения и передачи данных. Также перед участниками выступил проректор ВО МИРА, Российский технологический университет, Григорий Петушков. Особенно плодотворно наши отношения развиваются в сфере молодежной политики. Директор Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде РТУ МИРА Евгений Борисов. Основными задачами проектной сессии были организация современной системы выявления и профилактики угроз в молодежной среде на базе КРСУ, внедрение специализированных программных и методических комплексов в Кыргызстане, а также содействие в формировании у молодежной аудитории гражданской идентичности и патриотизма. Интернет – безграничный мир информации, который дает людям много положительных возможностей, но также содержит много негативного. Вовлечение в экстремистские, террористические, сектантские, аутоагрессивные группы происходит также через интернет. Мы все понимаем, что живем в эпоху информационного общества уже фактически. Мы понимаем, что информация стала, по сути, товаром и продуктом, которую специально делают, специально упаковывают, специально доводят до целевых аудиторий для того, чтобы достичь тех или иных целей. Цели бывают, конечно, как позитивные, во благо, а бывают и, конечно, деконструктивные и во вред, приводящие как раз к разным негативным последствиям. И мы видим, что через интернет идут и продажи товаров, причем как легальных товаров, так и запрещенных. Мы видим, как через социальные сети переформатируется общественное мнение, как, по сути, искажают представления о реальности, формируя ложные представления о современном мире и также ложные представления о прошлом и о будущем, со всеми вытекающими последствиями. И мы понимаем все риски, которые с этим связаны. И, конечно, крайне важно, живя уже в эпоху цифровой трансформации, живя в информационном обществе, уметь отличать зерна от плевел. Нужно уметь понимать, какая информация подлинная и достоверная, а какая ложная и поддельная, для того, чтобы, условно говоря, не отравиться. Потому что от любого продукта некачественного можно получить такое отравление, которое даже заканчивается смертью. Человек — это не только мышцы, мясо, кровь, это все-таки и наши мысли.
Это наши знания и информация, которая внутри нас, ну и, конечно же, душа. Так вот, чтобы не отравить себя, не убить в себе человека, нужно в современных условиях уметь работать со всеми этими проявлениями, которые мы наблюдаем, уметь фильтровать информацию, уметь подбирать информацию. И поэтому такого рода конференции, когда собираются профессионалы, глубоко погруженные в тематику, крайне важны для того, чтобы сообщество профессионалов, обменявшись мнениями, выработало новые предложения, рекомендации, подходы, которые уже будут использовать и органы госвласти, и научные, и образовательные учреждения, и все кто угодно. В докладах экспертов были рассмотрены маркеры вовлеченности в деструктивные субкультуры, методы выявления и идентификации участников этих движений в образовательных организациях, правовые механизмы обеспечения информационной безопасности, подходы и инструменты анализа страниц в социальных сетях, основные направления профилактики идеологии псевдорелигиозного экстремизма и терроризма на примере Республики Дагестан. Но, знаете, все мы являемся пользователями социальных сетей, и на просторе интернета мы очень часто сталкиваемся с тем или иным запрещенным контентом. Я считаю, что у нас вот по аналогии «Сообщи, где торгуют смертью», когда речь идет о наркотиках, должны быть ресурсы, я не знаю, специальные страницы в социальных сетях, на сайтах информация, QR-кодами в образовательных организациях вывешена, куда человек может направить ссылки на тот или иной контент. Молодой человек, да и взрослый, не является специалистом, но нашел какой-то, скажем так, недоброжелательный контент, он ссылочку копирует и скидывает туда. А там уже специалисты разберутся, и, гражданское общество может подключиться и помочь как раз-таки в минимизации вот этого деструктивного контента. Почему? Потому что, надо признать, что подавляющее большинство здравомыслящие люди, те, кто пользуется социальными сетями. Если мы объединимся, то, я думаю, мы эту заразу победим. Подобные сессии, они полезны тем, что позволяет, когда, в частности, мы проводим внутри страны, обменяться опытом коллег, профессионально занимающихся вопросами выявления деструктива в разных регионах. А тут получается международный опыт. Тут мы имеем возможность рассказать о своем российском опыте и послушать зарубежный опыт. Он очень уникален. Допустим, кыргызский опыт очень полезен для Дагестана, потому что и там получается в основном мусульманское население, и соответствуют и мазхабы, и направления, все. Поэтому очень интересно было послушать опыт коллег и, конечно же, поделиться своим опытом. Это замечательная возможность обмена опытом. В рамках сессии участникам были представлены доклады на такие темы, как организация волонтерских отрядов на базе высших учебных заведений с целью выявления участников деструктивных субкультур и профилактики распространения деструктивных идеологий, формирование позитивного контента как метод профилактики информационных угроз, профилактика экстремизма через просветительскую деятельность, проекты Российского общества знаний. Первое. Мы живем в цифровую эпоху, в очень много доступной информации, но при этом молодежь испытывает давление на себя так называемых информационных пузырей, в рамках которых они получают ту только информацию, которую, в принципе, им модерирует интернет. Да? То есть вот он зашел по одной ссылке, и ему тысячи таких же подобных новостей формируются. И вот если он в информационный такой пузырь попадает, то это, конечно же, очень сильно влияет на его мышление и может полностью переформатировать его пространство, особенно если под экстремистские или террористические группировки. Поэтому интернет – это первое. Второе – это вот подобные информационные пузыри. И, конечно же, все те воспитательные практики, которые не всегда реализуются на молодежи. Это вот в обязательном порядке нужно еще личное общение, сопровождение взрослых, плюс ко всему наставничество, все то, что необходимо для молодого человека. Участников проектной сессии ознакомились с проблемами молодежного экстремизма и терроризма в Кыргызстане, а также о профилактике деструктивного поведения в молодежной среде. В настоящий момент использование сети интернет, основным пользователем которого является как раз таки молодежь, имеет как хорошие стороны, так и большой минус, который заключается в том, что данная площадка используется как место не только для получения определенных знаний, но и зачастую для распространения идей, которые носят радикальный характер. Кроме того, эти площадки используются представителями радикальных
течений как место для консолидации своих сочувствующих, место для координации своей деятельности. И в этом потоке как раз-таки и захватывается молодежь. При этом распространение этих радикальных идей имеет дальнейшие свои негативные последствия в виде проявления терроризма и экстремизма. Идеологическая работа, проведение, бесконтрольная идеологическая работа среди молодежи, также и среди взрослого поколения, бесконтрольно. То есть при работе, при подаче населению информации государством это не контролируется. То есть это к чему может привести? Это может привести к полному хаосу, бесконтрольности над населением, допустим. Это неполноценное обеспечение безопасности, это слабая обороноспособность республики. Это полностью, допустим, у нас сегодня большой рост иммиграции из страны, то есть отток населения из страны. Это тоже входит в состав национальной безопасности, где это все не соблюдается, эти меры. Да. И это все связано с интернетом, с большим количеством рекламы. В основном фейковые работы. У нас есть конторы целые, фейковые, которые дестабилизируют наше политическое положение и экономическое положение, социально-гуманитарное положение, а также и безопасность, которая является самым основным в нашей стране. Безопасность нашей страны – это номер один. В процессе мероприятия участниками была проведена проектная работа по решению практических кейсов по тематике сессии и сформированы проектные решения. По итогам проектной работы участниками сессии были выработаны практические решения по организации и профилактике распространения деструктивных субкультур и информационных угроз, включая алгоритмы применения результатов мониторинга и анализа использования социальных сетей для деструктивного воздействия на молодежь в сети интернет в странах участников сессии. Были разработаны модели профилактики распространения деструктивных идеологий в образовательных учреждениях, анализ страниц в социальных сетях, применение маркеров вовлеченности, а также информационной работы по продвижению позитивного контента. В рамках сегодняшней сессии мы провели работу по различным направлениям профилактики, выявления информационных угроз, деструктивных субкультур, таких как криминальная субкультура АОЕ, которая в Российской Федерации Верховным судом признана международной экстремистской организацией. Обсудили признаки, прямые, косвенные, радикальных фанатских группировок, изучили скулшутинг или Колумбайн, это международное террористическое движение, изучили признаки отнесения подростков, молодых людей к деструктивному течению МКУ или маньяки культ убийств, которые также в России признана международной террористической организацией.
изучили аутодеструктивные группы или в простонародье группы смерти. В рамках сегодняшней работы в первой части мы заслушали доклады спикеров. Это представители Кыргызской республики, Кыргызско-российского славянского университета, Координационного центра. Это доклады экспертов, коллег из Республики Дагестан, Дагестанского координационного центра. Это доклад нашего коллеги из Российского общества знания, Уральское отделение, город Екатеринбург. В рамках проектной работы мы с участниками сессии выработали конкретные предложения по организации модели профилактики, распространения деструктивных идеологий в Кыргызской республике и предложения для стран СНГ, для других стран. Проработали модели обработки результатов анализа, мониторинга социальных сетей на предмет распространения деструктивных идеологий, террористических, экстремистских движений. Изучили лучшие практики, которые есть в Кыргызской республике, которые есть в Российской Федерации. Определили основные информационные угрозы, которые актуальны для представителей республики и что, соответственно, необходимо с этим делать. В перспективе мы планируем продолжение сотрудничества с Кыргызско-российским славянским университетом. Данная сессия являлась третьей по счету, заключительной. Были аналогичные мероприятия уже в Республике Беларусь, в городе Могилев, в Республике Армения, город Ереван. По итогам всех трех мероприятий будет сформирован пакет проектных решений, который будет направлен в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в адрес органов государственной власти Кыргызской республики. И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество двух стран в рамках молодежной политики, в рамках обеспечения совместной государственной безопасности. На сегодняшний день действительно это актуально как и во всем мире, так и в Кыргызской республике. Благодаря сегодняшней сессии, международной сессии, посвященной именно деструктивному воздействию социальных сетей на молодежь, в их воспитании, мы получили очень такой плодотворные сведения, данные из других содружественных стран, таких как Российская Федерация, Республика Дагестан, которые поделились своими опытами спикеры в этой части. И я должна признать, что в настоящее время как и надзорные органы, так и правоохранительные органы и вообще в целом все органы, которые работают с молодежью в целях профилактики преступлений и преступности, особо нуждаются в настоящее время именно в информационной, так сказать, атаке, в хорошем плане того, чтобы получить именно ту информацию, на базе которой мы могли бы проводить дальнейшую профилактику среди молодежи. Относительно правовой базы я должна отметить тот факт, что на сегодняшний день не имеется особо такой правовой базы, которая бы охватила бы тот широкий круг аспект вопросов, которые охватываются именно молодежной преступностью и преступлениями среди несовершеннолетних. Да, имеется уголовный кодекс, уголовно-правовой кодекс, кодекс об административном правонарушении. Она охватывает те моменты, некоторые моменты, которые регулируются нормами закона. Следует отметить тот факт, что в настоящее время со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызской республики разрабатывается положение по выведению несовершеннолетних детей из-под уголовного судопроизводства. Мы надеемся, что в будущем данное положение будет иметь повсеместное свое распространение на территории Кыргызской республики, и те вопросы, которые не были охвачены нормативно-правовой базой Кыргызской республики, она охватит те моменты, которые необходимо в это все обобщить. Еще раз хотелось бы поблагодарить наших партнеров со стороны Российской Федерации за столь плодотворную и содержательную сессию, где мы могли обсудить очень важные аспекты наших сегодняшних проблем. Если говорить про меня лично, то это, наверное, некая школьная иерархия, которая была распространена среди мальчиков именно, то, что у них была такая некая система, братство, то есть это были старшики, те, кто в классах постарше, и также младшие ребята, и это все было не просто то, что они существовали как-то вместе и помогали друг другу, но старшие ребята как раз-таки, можно сказать, вымогали деньги у младших ребят и ставили им сроки. Конечно же, это очень позитивный процесс. Почему? Потому что ребята сами, во-первых, своего возраста, они лучше понимают тенденции и понимают, где что посмотреть, каким образом это
сделать, в общем, анализ, правильный анализ. И обучение таких ребят именно действию, правильному действию, анализу в сети интернет влечет за собой не только пользу для самих вот этих ребят, но и фактически внедрение этих ребят в информационную среду и хороший анализ этой информационной среды именно той возрастной группой, которая является, по сути дела, целевой для нас. Я думаю, что работа проектной сессии, она была успешна, поскольку сессия отличалась не только какой-то теоретической частью, но и участники имели возможность внести свой вклад в разработку определенных рекомендаций, которые в последующем приведут к постепенным изменениям в вопросах воздействия радикальных идей на молодежь. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что сегодняшние участники представляли некий горизонтальный срез нашего общества, где были представлены как молодежь, так и взрослое поколение, как представители правоохранительных органов, также были представители научного сообщества, гражданского общества. Это позволило устроить работу сессии более комплексно и с учетом мнений разных стейкхолдеров, выгодоприобретателей, тех рекомендаций, которые потом будут реализованы в жизни.